Главная проблема в Таджикистане. Отношение к трудовым мигрантам в России. Сын президента Рахмона станет депутатом. Таджикские власти усилят борьбу с так называемым терроризмом и экстремизмом. Подобное решение было озвучено на заседании, посвященном вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, прошедшем в Душанбе 22 февраля 2017 года, сообщает Авеста. Пресс-служба МВД Таджикистана сообщила, что встреча прошла с участием представителей антитеррористического комитета Совета безопасности ООН, Генпрокуратуры, МВД и ГКНБ Таджикистана. Участники встречи обсудили вопросы усиления совместной борьбы с терроризмом, а также сотрудничества по линии Интерпола. Кроме того, 27 февраля текущего года глава МВД России Колокольцев посетил Таджикистан с официальным визитом, встретившись в Душанбе со своим таджикским коллегой Рахимзодой. В ходе встречи особое внимание было уделено борьбе с различными исламскими движениями. Стороны переговоров отметили, что их сотрудничество вышло на новый уровень. Следует заметить, что усиление борьбы с исламом под предлогом борьбы с так называемым экстремизмом и терроризмом в настоящее время происходит со стороны всех госструктур в Таджикистане. Так, например, назначенный недавно мэром Душанбе сын Рахмона Рустами Эмомали утвердил план реализации в городе национальной стратегии Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом на 2017-2020 годы. Кроме того, как сообщили Хабархо жители столицы Таджикистана на условиях анонимности, после прихода Рустами Эмомали на пост градоначальника в столице усилилось давление на женщин в хиджабах и на мужчин с бородой. Трудовые мигранты из Центральной Азии, в том числе из Таджикистана, вновь становятся жертвами бесчеловечной российской системы. На днях в социальных сетях появился видеоролик с забастовкой трудовых мигрантов из Центральной Азии, работающих на строительстве новых веток московского метро. Строим метро в Москве, 5 месяцев не получили зарплату. Возмущенные рабочие жалуются, что вот уже 5 месяцев работодатель не выплачивает им заработную плату. На видео оказался запечатлен ответ представителя строительной компании, в которой работают мигранты. Граждане иностранного государства проводить забастовки на территории Российской Федерации запрещено. Примечательно и то, что прибывшие на место забастовки сотрудники полиции не стали разбираться в ситуации и даже не пытались выслушать бастующих, изучив предмет жалобы на наличие признаков состава преступления, а наоборот попросили трудовых мигрантов отойти от офиса компании на расстояние, пригрозив создать мигрантам проблемы с пребыванием и дальнейшей работой на территории России. Должны были каждый 10-го зарплату отдавать. Следует заметить, что трудовые мигранты из Центральной Азии постоянно подвергаются нечеловеческому отношению как со стороны российских работодателей, так и со стороны российской власти, которые явно считают их людьми третьего сорта. Рустами Эмомали выдвинут кандидатом в депутаты столичного маджлиса от правящей партии Народно-демократической партии Таджикистана. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. На это место, кроме Рустами Эмомали, претендуют кандидаты в депутаты от аграрной партии Фазлиддин Икромов и Демпартии Хикматулло Сайдион, заявили в избиркоме. Ранее депутатом столичного маджлиса по данному избирательному округу был бывший мэр Душанбе Махмад Саид Убайдуллоев. Выборы состоятся 2 апреля. Напомним, что старший сын президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе 12 января, сменив на этом посту Махмад Саида Убайдуллоева. Ранее Рустами Эмомали возглавлял таможенную службу и антикоррупционное ведомство Таджикистана. Эксперты отмечают, что назначениями сына на разные должности Рахмон готовит его к тому, чтобы в будущем он занял кресло президента страны.